И как меня слышно? Сейчас включу видео. Видно? Видно, слышно. Видно, слышно хорошо. Коллеги, уважаемые коллеги, мы проводим сегодняшнее мероприятие, методический семинар по использованию, по применению электронных образовательных ресурсов, по организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Коллеги, я попрошу вас сейчас выключить микрофоны, у кого не включены. Видео можно оставить, чтобы мы вас видели, то есть чтобы видно было, с кем мы общаемся. Коллеги, мы проводим этот семинар на платформе Sferum. И когда я организую мероприятие, то стараюсь проводить сейчас мероприятия в Sferum. В данный момент, почему у нас такая техническая заминка была, немножко не выдержал нас сайт Крiro, поскольку идет несколько мероприятий. Еще у кого-то не выключен микрофон. Мне придется применить жесткие меры и отключить всем микрофоны. Не хотелось бы. Посмотрите, наведите на окно Sferum мышку и посмотрите, у вас микрофон должен быть перечеркнут. Вы можете оставить камеру. Это нормально, если будет камера у вас видна, и мы будем видеть вас, вот как Валентину мы видим. Так, и, пожалуй, больше никого нет у нас. Да, вот Наталья у нас тоже с камерой. Ну, а у остальных желательно выключить микрофоны. Значит, мы проводим это мероприятие в информационно-коммуникационной платформе Sferum. Приказом от августа 2021 года эту платформу рекомендовано использовать в образовательных организациях Республики Коми. И 13 января мы проводили вебинар по работе на этой платформе. И рассматривали также те моменты, как образовательные организации Республики Коми используют эту платформу в своей деятельности. Поэтому в видеозале этот вебинар тоже есть. Можете посмотреть его, можете посмотреть, как используется она, вернее, как ее возможности. И сейчас я напоминаю, просто у нас справа кнопочка «Чат». Вот. К сожалению, чат открывается в отдельном окне, не так, как в Zoom. Остальное все, в принципе, как в Zoom. Но я, например, делаю как? Я сейчас могу демонстрацию своего экрана показать. То есть я располагаю окно Sferum. У меня стандартная, установленная стационарная версия Sferum. Я располагаю окно Sferum в одной части экрана, а чат в другой части экрана, и, в принципе, особых затруднений не должно все это вызвать. Ну, это буквально несколько слов про Sferum. Значит, и еще один приказ Министерства образования Республики Коми. Это от 24 декабря 2021 года номер 791. Наверное, вы все его получили. Об утверждении плана мероприятий дорожной карты по упорядочению реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И вот сейчас на основании этого плана разработана наша дорожная карта, и мы как бы приступаем к реализации мероприятий такой дорожной карты. На сегодняшний день есть жалобы родителей на организацию электронного обучения, применение дистанционных образовательных технологий. И сейчас организации профессионального обучения пока работают в обычном режиме, но тем не менее, вероятно, есть такие группы, где закрываются локально группы, и группами переходят дети на дистанционное обучение. Так вот, претензии родителей к организации этого обучения, когда учителя просто дают задания, и дети сами с собой или по телефону с родителями это задание выполняют. Родители все на работе, естественно, это, студенты, может быть, они более самостоятельные, могут выполнять самостоятельно, но тем не менее, задача такая поставлена,
наладить организацию обучения с применением дистанционных технологий, с применением электронного обучения. И мы будем проводить ряд вебинаров. Завтра в 3 часа тоже у нас в видеозале, может быть, ссылочку скопируйте заранее, чтобы не получилось так же, как сегодня у нас сайт немножко завис. Хотя мы сейчас примем все меры к тому, чтобы там увеличить мощность, еще что-то там, будем выяснять, в чем причина. И значит, вот как раз на том семинаре будет рассматриваться эта дорожная карта. Сегодня у нас тема – это применение также дистанционных технологий, электронных образовательных ресурсов на примере профессиональной образовательной организации Сыктывкарский колледж сервиса и связи. Наши коллеги готовы поделиться опытом своей работы, и я сейчас предоставляю слово Крамаренко Станиславу Валерьевичу. Он выступит с первым вопросом, и это применение дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в колледже сервиса и связи, либо на уроках информатики. Станислав Валерьевич, да, здравствуйте. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, Вячеслав Алексеевич, спасибо вам за предоставленную возможность сегодня выступить перед коллегами. Меня слышно ведь, да? Да, все отлично, и видно, и слышно. Слава Богу. Значит, меня зовут Крамаренко Станислав Валерьевич, я работаю преподавателем в колледже сервиса и связи по дисциплине информатика и информационные технологии. И вот, в принципе, да, что хотелось бы отметить, уже исходя из апробации и, наверное, уже поставленного опыта, вот сегодня хотелось поделиться как раз с вами тем анализом, который мы прошли, и к какому выводу и резюме мы, соответственно, нашим коллективам пришли. В первую очередь хотелось бы начать с того, что все мы прекрасно знаем, да, не понаслышке. Станислав Валерьевич, на секундочку прерву. Можно кнопочку «Скрыть» нажать вот там внизу вашей презентации, она закрывает немножко презентацию. Ага, вот эту кнопочку нажмите «Скрыть». Ага. Просто пропадет эта строчка. Я понял. Значит, давайте еще раз повторюсь. Тема моего сегодняшнего доклада – это облачные технологии при дистанционно-образовательном процессе. Как бы все мы не понаслышке знаем, что, в принципе, коронавирус достаточно плотно вошел в нашу жизнь, и, наверное, изменил не только медицину, но и полностью формат образовательного процесса. То есть, в свою очередь, наверное, перед каждым учебным заведением была поставлена задача в оперативные сроки быстро найти какое-то рациональное решение в плане того, чтобы детей, так скажем, наших обучающихся, да и самих себя не оставить без работы и не остановить этот образовательный формат. Соответственно, нами было понятно, что мы переходим сейчас на так называемую удаленку, дистанционное обучение. И, как мы с вами видим, вот уже исходя из слайда, то что большая часть коллектива и наших обучающихся пришли непосредственно к аппаратному обеспечению и программному обеспечению уже специализированному. То есть, если где-то данное программное обеспечение мы использовали больше, наверное, в своей личной жизни, в своих личных целях, то сейчас это выходило все на официальный уровень. И, соответственно, опять же, хотелось бы повторить, что аппаратное программное обеспечение, и программное обеспечение, они занимали главную роль в постановке вот этого вопроса для того, чтобы быстро и оперативно среагировать, так скажем, на пандемию и не останавливать учебный процесс. Что хотелось сказать от себя и добавить. Мы достаточно долго думали долго, но приняли решение достаточно быстро. И вот этим решением хотел бы с вами сегодня поделиться, с учетом того, что мы попробовали разные платформы, и хотелось бы рассказать о их плюсах и минусах, и в том числе как раз к тому резюме, к которому мы пришли. В первую очередь мы сразу, как, наверное, большинство людей, обратились к такому формату, это как Skype. Платформа, которая очень популярна, которую, я думаю, абсолютно все знают. В большей степени это так называемая интернет-телефония, которая дает возможность нам созваниваться с собеседником, и разговаривать на какие-то последующие темы.
Но здесь вопрос стоял ребром. Почему? Потому что со стороны нас, как образовательного учреждения, мы могли дать гарантию о качестве пропускной способности интернета и о скорости интернета. Но, я не знаю, увы или к счастью, да, в хорошем смысле слова, наши студенты, обучающиеся, они раскиданы по всей республике нашего края, республики Коми, ну и, соответственно, за ее пределами. Это деревни, это села, это поселки, это различные глубинки. И когда мы, в принципе, попробовали данную технологию, данную платформу непосредственно в своей работе, то увидели следующее, что в принципе, да, как вы видите, исходя из слайда, наш студент оставался по принципу «помоги себе сам». Качество не давало того результата, чтобы мы не то что провели целую пару, а это 2 академических часа по 45 минут, то есть 1,5 часа мы должны быть заняты с группой. А в первую очередь это настройка, это выход друг на друга, слышимость. Ну вот как сегодня, да, не в обиду сказано, всегда есть, как правило, технические проблемы, которые мы, ну, наверное, к несчастью, обойти не можем. И для себя мы решили, что если мы будем проводить онлайн-занятия именно по скайпу, то, как правило, мы прервем наш вот этот как раз дистанционно-образовательный процесс и, в принципе, ну, не дадим того результата, на который мы нацелились. Я, как помню, это был 2020 год, начало пандемии, апрель, 16 апреля. То есть это как раз тот момент, когда группы заканчивают обучение, выпускные группы должны получать диплом. Ну, как бы не совсем это было рационально. Следующий момент. Мы пришли к не менее известной платформе, это Zoom. Я думаю, Zoom сейчас есть у каждого, может, слушающего, да, сегодняшнего, да и вообще у любого физического лица уже в телефоне. Но обратите внимание на данную платформу, опять же, исходя из формата и, наверное, ракурса образовательного процесса. Это платформа для проведения ВКС. Тут бесспорно. Версия абсолютно бесплатная для участников в количестве 100 человек. То есть, если говорить, наверное, более правдиво и более реалистично, то при любом вебинаре, который вот сейчас у нас проводился по WorldSkills, по Билимпиксу, состав участников был 100 человек. На самом деле чуть-чуть программа привирает, не хочу обидеть их разработчиков. Почему? Потому что от 50 человек качество связи начинает страдать, и вы туда в принципе не попадете. С учетом того, что один, наверное, большой и жирный минус, который перекрывал все плюсы, это ограничение и лимитированное время, которое выдавалось, это 40 минут. То есть мы с вами прекрасно понимаем, на установку связи уходит от 5 до 7 минут, ну приблизительно, в нашем было случае так, в начале пары. Соответственно, вся пара идет 1,5 часа. 40 минут выдается бесплатно, а последующее время, соответственно, нас переключает на платность. То есть, что хочу этим сказать? Полноценная версия платна. Мы все прекрасно понимаем, что мы работаем как бы в бюджетной сфере, и финансовый вопрос, я думаю, стоит достаточно остро на такие темы. Вопрос? Не совсем расслышал. Не, все нормально, это просто случайно включили микрофон. Ага, я понял, я просто думал, уже пошли вопросы, но я готов ответить. Я уже отключил. Я понял, спасибо. Тем самым получается момент такой, что Zoom мы не пренебрегли, но в свою очередь мы немножко от себя его отстранили, потому что одно дело связаться с группой либо подгруппой на какой-то ограниченный момент времени, да, но это нереалистично проводить ту же полноценную пару в образовательном формате. Почему? Потому что имеет определенный лимит. Следующее, как вы видите, исходя из слайда, это социальная сеть ВКонтакте. И как бы я не побоюсь того, что сейчас к ВКонтакту прибегают очень многие. Социальная сеть, которая является аналогом Facebook, фактически ее плагиатом только сделана на свой мотив, да, чуть-чуть с другим интерфейсом, но речь не о том, как она выглядит, а то, какие моменты она дает. Все бы в ней хорошо, да, социальная сеть, мультимедийная сеть для общения, для коммуникации, она дает и, в принципе, первое, там, видеозвонок, но мы должны с вами в первую очередь не забывать о том, что это личная социальная страница, которую я по своему праву могу размещать, а могу, в принципе, и нет, и держать ее закрытой, а могу и, соответственно, открыть свой профиль. Помимо этого, у нас у всех есть свои какие-то личные фотографии.
У нас есть, может, какой-то аудиоряд, видео, клипы, мы добавляем видео, добавляем и другие комплексы мультимедиа. Могу сказать следующее, что контакт, конечно, помогает связаться с группой, если ты, допустим, классный руководитель, но я вот, допустим, в большей степени использую все-таки мессенджеры. Почему? Потому что они требуют меньшей скорости интернета, и, в принципе, записав голосовое сообщение, я уведомляю всю свою группу. Но это в плане и в рамках одной своей группы, если мне нужно что-то, о чем-то их уведомить. Проведение пары, я как бы вот, не хочу, может рассказывать какие-то секреты, но общаясь также со студентами, которые учатся в нашем Сыктывкарском государственном университете, они тоже говорят, что преподаватели прибегают к контакту в том плане, что, как правило, нет таковой платформы, которая бы являлась бы такой же простой, интуитивно понятной и, в принципе, бы интересовала тех же студентов. Вот. С одной стороны, да, ВКонтакте можно создать сообщество, можно создать группу, выложить задание, в принципе, да, отписать каждому, индивидуально позвонить, но мы, опять же, должны понимать, что стереотип и сама идеология контакта – это личный профиль, который я завожу, который связан, мне кажется, более с разносторонними и, какими-то своими личными интересами. И вот здесь у нас возникла еще одна проблема. Не каждый преподаватель был готов зарегистрироваться, который не был зарегистрирован там изначально. И потом, да, судя по своему опыту, я могу вам сказать следующее, что контакт, конечно, помогает, но проведение, еще раз говорю, в свою очередь, каких-либо онлайн-занятий, но все-таки это не то. Знаете еще почему? Какой был у меня момент? Если я, допустим, даже выкладывал какое-то задание, писал, образно говоря, методические рекомендации по его выполнению, то многие переспрашивали, а потом, знаете, начали писать, как сейчас принято называть, в личку. В личку пишут, я им отвечаю, мало, студентам этого уже мало, они начинают добавляться в друзья. И самое интересное, что кого ты не добавляешь в друзья, они потом спрашивают это на паре, начинают обижаться. И знаете, тут как бы рождаются такие немножко понебратские отношения, которые, я считаю, в наших условиях, не должны быть. То есть в любом случае мы должны соблюдать субординацию, и все-таки преподаватель и студент это все-таки, как правило, не друзья. Но в своем случае я как бы контакт убрал из своего списка, да, так скажем, информационных технологий и так называемых платформ, которые дают коммуникационный обмен. Следующий момент. Мы рассматривали Moodle. На Moodle я знаю, что сидит СГУ в хорошем смысле этого слова, но в первую очередь я могу сказать, что это даже, наверное, не платформа, а онлайн-движок для школы, который является действительно абсолютно бесплатным. Его установка достаточно проста. Там, в свою очередь, разрабатываются, есть макеты так называемых тестов, куда вы закладываете свой материал, и в принципе, все это подается студенту. У студента есть своя учетная запись, ему высылается пароль, который, кстати, периодически меняется в плане безопасности. И вроде было бы все бы неплохо, но есть и опять же свои минусы. Почему? Потому что мы как раз проходили всю апробацию и делали это, и как бы я опять же делюсь из личного опыта. В первую очередь мы сами прошли обучение, потому что программа, я не скажу, что интуитивно понятна платформа, тем самым она все-таки требует, как правило, знания специалиста, который будет все объяснять. Как вы сами понимаете, если объяснили мне, то я должен объяснить студенту. Это тоже, как правило, время, которое уходит как раз уходит на объяснение и на объяснение как раз того интерфейса, который содержит в себе Moodle. Помимо этого всего, необходимость обязательного обучения, для нас оно было проведено бесплатно, и слава богу, да, мы как бы этой возможности были очень рады. Но обучение по последним меркам стоит в размере 5000 рублей. То есть, я думаю, опять же, да, тут сугубо индивидуально, может, не каждый готов отдать 5000 рублей на ту платформу, которой в дальнейшем, может, он не будет и пользоваться. Помимо этого, у нас была как раз выпускная группа, и я у них вел предмет «Технические средства управления в офисе». Я выкладывал туда лекционный материал. Для того, чтобы его проверить, я выкладывал различные тесты.
как вы сами понимаете, чтобы была актуальность выполнения задания, по тестам я назначал время. То есть, ну, это какой-то определенный лимит, предположим, да, это 40 минут, 45 минут, академический час, там, с часу до 13:40. Соответственно, что происходило в период дистанта? Многие не могли войти туда по техническим причинам, и были жалобы со стороны студентов о том, что была техническая ошибка, но в свою очередь он сидел перед компьютером, он был занят абсолютно данным заданием, но программа его не пускала. И по итогу мы не видели от него домашнего задания, ну и, соответственно, вроде как изначально оценка была неудовлетворительной. Потом, когда пришли к этому всему, но вот без обид разработчикам Moodle, как мне сказала одна из студентов, что программа звучит, ну, как же она так интересно сказала, что программа, данная платформа не зря так названа, потому что это действительно Moodle, как-то примерно так. И самое главное, что ученик не может задать вопрос в программе и опять же остается один на один с собой. То есть мы должны с вами понимать, что мы в принципе должны постоянно вести так называемый коммуникационный обмен, да, так как мы территориально друг от друга разъединены. И вот, когда был у нас спецсовет, я задал нашим преподавателям вопрос о том, что, вот, который сейчас выведен на экран, где мы с вами заполняли электронные журналы, какую платформу мы с вами использовали, куда мы с вами высылали задания для студентов. Но если вы не можете на все эти вопросы ответить, то последний вопрос был разработан в такой юмористической форме, что вы вообще работали в тот период или нет. И вот здесь ответ на данный вопрос был прост. Ну, как говорят, как сказал один мой знакомый, что в Сыктывкаре и в Республике Коми деньги валяются прямо на земле, главное их вовремя и оперативно поднять. И вот все лежит, в принципе, на поверхности. Мы пришли к тому, что в первую очередь, так как нужно было принимать оперативное решение и более рациональное, и более простое на первый период времени, а это, я напомню, был месяц апрель, и пандемия затянулась, если я не ошибаюсь, до окончания июня, потому что у нас дипломники тоже сдавали через платформу диплом, мы пришли к технологии Google. Почему Google? В первую очередь, ну вот я думаю, преподаватели-предметники в первую очередь понимают, почему Google, потому что он ставит большой акцент непосредственно на учебных материалах. То есть это разработка тестов, это разработка различных форм, различных документов, которые вы можете, ну, которые абсолютно гибкие и которые вы можете сделать, в принципе, под себя. Как получилось в нашем случае? В первую очередь всем преподавателям сообщили о том, что необходимо завести просто электронный ящик на поисковой системе. Как вы сами понимаете, то что любая поисковая система дает вам возможность абсолютно бесплатного заведения облачного пространства посредством образовательного облака. То есть это интернет-облако, интернет-хранилище, которое мы, можно сказать, наверное, преобразовали для себя, да, и вот решили, что это будет среда для организации сетевого и дистанционного обучения, которое, как я говорил выше, является абсолютно бесплатным и не зависит, самое главное, от периода его использования. Ну, для примера на слайде вы видите, это различные поисковые системы, которые в принципе предоставляют интернет-хранилище. Mail, Google, да, iCloud, Яндекс, OneDrive и так далее. Мы выбрали Google. Чем был полезен для нас Google? Мы, сразу хочу вам сказать о том, какое было занимаемое пространство. Это было всего лишь 15 гигабайт, которых нам хватило для того, чтобы сделать учебные части, электронные журналы по всем группам, расчертить их в соответствии, так скажем, с нормативами данных документов, проставить всех преподавателей, дальше клетки для оценки, дальше наименование тем, число и дата, когда вы проводили данную пару. И, соответственно, можно в любом случае подытожить итог. Единственное, что было сделано для нас в дополнение, нам был открыт полный открытый, ну, дан открытый доступ для того, чтобы мы могли там еще видоизменять. Ну, имеется в виду, что если даже сделали неправильную операцию, неправильно заполнили журнал, мы могли его изменить. Соответственно, какие плюсы для нас в первую очередь имелись? Мы создавали учебные курсы в формате веб-страниц, документов, электронных таблиц, презентаций и импортировали все электронные учебные модули именно в интернет-пространство.
С учетом этого на каждую группу была заведена своя папка с проставлением фамилии классного руководителя. И когда студент заходил в данную папку, он в первую очередь видел то количество пар, которое, кстати, было вывешено в электронном расписании на сайте, количество пар, какая пара, какой преподаватель, и видел непосредственно задание. Задание высылалось в формате либо PDF, либо формата Word, либо это могла быть презентация, либо это видеоурок, записанный со стороны преподавателя и, соответственно, опять же, импортированный в интернет-облако. Предоставлялся доступ к документам и учебным материалам для родителей и учащихся. Смотрите, здесь еще, да, мы убивали двух зайцев в том плане, что открытый доступ был в первую очередь для родителей. Родители могли с телефона, да, со своего гаджета, который всегда при них, зайти в облачное пространство и увидеть, как сегодня проучился их ребенок, какую оценку он получил. Потому что, ну, все мы когда-то учились с вами, да, и прекрасно понимаем, где-то можно было всегда скрыть, у кого-то всегда был второй дневник. Здесь все достаточно открыто и прозрачно. То есть нам нечего было абсолютно скрывать. Второй момент. Какой еще плюс, да, ну, может, у кого-то возник вопрос, можно ли использовать несколько облачных хранилищ одновременно? Конечно же можно, почему? Потому что на первые 2 месяца нам хватило 15 гигабайт, на вторые последующие месяцы мы просто зарегистрировались по новой, создали опять же аккаунт в Google и, соответственно, опять же получили еще 15 гигабайт. Самое интересное, что они опять же актуальны для нас и сейчас, и в свою очередь мы можем в любой момент обратиться, потому что, ну, были все-таки такие и неудачные примеры, которые, ну, имеется в виду, что студенты, не все студенты, может, закончили на красные и синие дипломы, да, кого-то отчислили, но, по крайней мере, если даже возникал вопрос по студентам, то, в свою очередь, мы обращались в данное интернет-хранилище и, соответственно, поднимали данные записи. Вот, проблем, в принципе, не было. Когда мы вернулись 1 сентября 2021 года, мы переоформили все наши журналы, исходя из электронных, так скажем, журналов Google, и абсолютно не было никаких проблем. Ну, что хотелось бы как бы сказать, наверное, уже резюмируя, да, то, что в принципе на данный момент мы посчитали следующим образом, что эту технологию мы в принципе не оставим, и она не уйдет у нас на второй план. Почему? Потому что со стороны студентов было все интуитивно понятно, со стороны преподавателей, даже, кстати, тех преподавателей, которые, ну, не являлись преподавателями каких-то дисциплин информационных технологий, никак не были связаны с компьютером, также были уроки литературы и русского языка. И в принципе, если даже оставался непонятен вопрос для студента, всегда было обращение к мессенджерам. Почему? Потому что можно было совершить аудио и видеозвонок и напрямую пообщаться со студентом. То есть было полное понимание того, в принципе, да, кто вообще не понял материал. С учетом этого, ну, наверное, опять же, подводя итог, хотелось бы сказать, что, в принципе, все лежит на поверхности, и мы, ну, хочу, наверное, уже закончить, да, решили не создавать велосипед, а сесть уже на готовое транспортное средство, ну, и поехали в нужном направлении. Вот, в принципе, у меня все. Если есть какие-то вопросы, я рад ответить. Мы онлайн? Уважаемые коллеги, вопросы Станиславу Валерьевичу? Можно включить микрофон, потому что с чатом у нас, наверное, могут быть проблемы, хотя я не вижу и проблем с чатом. В чате вопросов нет пока. Ну вот Ирина сейчас пишет, может вопрос задаст. Вот как раз сейчас все то, о чем вы говорили, спасибо, Ирина Куряшкина написала. Вот как раз практически много из этого, ну, кроме документов совместного пользования, как раз реализовано в сферу, то есть информационно-коммуникационная платформа. То есть здесь можно создавать и видеоуроки, и видеочат создавать, и можно создавать группы для общения по типу ВКонтакте, создавать свои как бы чаты и общий чат, но есть и как бы индивидуальные чаты, группы. Коллеги, у кого-то включен микрофон, не забываем его включать.
включать. Обычно, когда кто-то новый добавляется, и вот у этого нового человека, возможно, включен микрофон. Мы слышим вас. Надо будет нажать на кнопочку микрофона и его выключить. Коллеги, если есть вопросы, может кто-то хочет дополнить, какой опыт вы, используете ли вы сервисы Google? Все-таки кто-то не слушает меня. Я попробую выключить микрофон. Это, наверное, выключил микрофон. Значит, ну вот здесь, учитывая еще такую сложную международную обстановку, с осторожностью сейчас. Я тоже, кстати, очень большой сторонник Google, они очень удобны. Электронные таблицы. Даже вот в стандартных электронных таблицах в Excel нет таких, которые можно использовать в электронных таблицах Google. Достаточно хорошие формулы. Так, пытаюсь найти, у нас все-таки включен микрофон, и отключить микрофон. Спасибо, Станислав Валерьевич, спасибо вам за предоставленную возможность. Вот сейчас вы зарегистрированы уже в Сферум? Зарегистрировались? Пока еще нет. Вот, регистрируйтесь, зайдете на сайт sferum.ru, там в верхней части экрана есть инструкция по регистрации образовательной организации. Регистрируйтесь и начинайте осваивать. Посмотрите вебинар 13 января. Там был представлен опыт Усинской 3-й школы, и они очень довольны, они сейчас его используют. Ну, конечно, есть глюки, иногда бывает глючит, как сегодня у нас сайт Криро заглючил. Но также может и Zoom глючить, как вы сказали, больше 50 человек, уже начинаются какие-то неполадки, неурядицы и все прочее. Так и в Сферуме, конечно, бывают всякие нюансы. Значит, уже реализовано в Сферуме, буквально вот на днях было объявление, что у них реализована и для родителей возможность общения и с родителями. То есть, ну и реализована уже коммуникация, интеграция с дневник.ру. Электронный дневник, который в Москве используется, но еще в ряде регионов, дневник.ру. И, скорее всего, может быть, даже к сентябрю будет реализована интеграция и с нашей государственной информационной системой электронного образования. Коллеги, если вопросов нет, спасибо, Станислав Валерьевич. Переходим к следующему вопросу. И у нас следующий вопрос. Применение электронная интерактивная рабочая тетрадь по основам анализа бухгалтерской отчетности. Елфимова Мария Александровна, преподаватель Сыктывкарского колледжа сервиса и связи по экономике и бухгалтерскому учету. Александровна. Добрый день, коллеги уважаемые. Меня зовут Елена. Слышим, видим и готовы вас слушать. Подождите, Татьяна. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Елфимова Мария Александровна. Я являюсь преподавателем общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в колледже сервиса и связи по дисциплине экономика и бухгалтерский учет по отраслям. В условиях дистанционного обучения актуальным становится как раз разработка различных электронных образовательных ресурсов. Особенно это актуально для преподавателей профессиональных модулей. Соответственно, я хотела бы вас сегодня познакомить с разработанной мной электронной интерактивной рабочей тетрадью по МДК 0402 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». Использование в учебном процессе данного электронного образовательного контента нацелено на изучение, закрепление знаний в области анализа финансовой отчетности, его ключевых категорий, методов, приемов, на развитие умения анализировать формы отчетности хозяйствующих субъектов. Я воспользовалась возможностями и ресурсами браузера Google. В принципе, очень удобно, быстро разработать этот образовательный электронный ресурс у меня получилось. Да? И
Соответственно, этот электронный образовательный ресурс был достаточно хорошо воспринят именно моими студентами. То есть они очень быстро разобрались, с ним, никаких проблем не возникло непосредственно вести уроки с помощью этого контента. Хочу вас познакомить. Значит, электронная интерактивная рабочая тетрадь содержит в себе следующие страницы. Это главная страница, тематические страницы, интерактивные упражнения, сетевой журнал, глоссарий и информационно-справочный материал. На главной странице размещено приветствие студентов по специальности экономика и бухгалтерский учет и указан алгоритм действий. То есть каким образом работать необходимо студентам в этой электронной интерактивной рабочей тетради. Плюс здесь размещена ссылка в связи с тем, что для выполнения практических заданий нам необходимо использовать бухгалтерскую отчетность различных компаний. И чтобы обеспечить вариативность выполнения практических заданий, они могут, соответственно, взять отчетность любой организации и использовать ее для того, чтобы анализировать, соответственно, проводить анализ, используя различные методики, и формулировать выводы, и давать соответствующие рекомендации. Что касается тематических страниц, вот я вам покажу на примере темы «Анализ бухгалтерского баланса», то она содержит в себе 3 блока. Первый блок – это методические указания. Данный блок содержит ссылки на основную информацию, достаточную для усвоения темы. То есть вот видите, я могу пройти по ссылке, и, соответственно, студент может ознакомиться в данной теме с необходимой информацией, посмотреть методику, посмотреть примеры расчета, да, посмотреть формулы, каким образом формулировать выводы по тем расчетам, которые они, соответственно, производят. Далее, второй блок, он как раз посвящен формированию знаний, формированию умений и навыков, то есть практикум. Он содержит в себе практические работы, которые разработаны в веб-ресурсе Google Таблица. Вот я, посмотрите, тоже по ссылке пройду. Видите, здесь с помощью ресурса Google Таблица разработаны задания. Вот я могу пролистать. По каждой практической работе указано задание, которое необходимо выполнить. Соответственно, студенты используют отчетность, которую они непосредственно берут с главной страницы, пройдя по соответствующей ссылке. Анализируют, можно использовать в Google таблице соответствующие формулы для расчета. Затем пишут выводы, и также они, соответственно, могут диаграммы строить, да, на основании произведенных расчетов. Вот. Вот это, конечно, самый большой объем работы именно по формированию вот этих таблиц, которые необходимы для проведения практических работ. Так, третий блок – это блок контроля знаний студентов по теме, который содержит тесты. Опять же, мы используем ресурс Google. На основании веб-ресурса Google Форма были разработаны тесты. Причем, вот, пожалуйста, здесь вы можете обратить внимание, мы с вами видим критерии оценивания. Студент может увидеть, какое количество вопросов, на какое количество вопросов ему необходимо будет ответить и какую оценку он получит, если, соответственно, какие-то будут обнаружены ошибки. Тоже мы с вами проходим по ссылке. То есть указывается фамилия, выполняет, значит, студент дает ответы на вопросы, и в автоматическом режиме, опять же, экономится время преподавателя, выставляются соответствующие оценки. Хочу вернуться ко второму блоку, к практикуму. Студент, когда заходит на соответствующий лист для выполнения практической работы, он должен его скопировать, затем выполнить соответствующее задание, скопировать ссылку и вставить
сетевой журнал напротив своей фамилии. Сейчас я вам покажу сетевой журнал. Вот, видите, у меня перечень студентов пофамильный, да, и соответствующие таблицы построены мной, столбики, значит, в которых отражаются практикумы. Ссылка вставляется студентам в соответствующую ячейку напротив своей фамилии. Видите, здесь вот присутствуют диаграммы, то есть это не только расчеты с использованием формул, не только формулировка выводов и рекомендаций, но и обязательно строят диаграммы студенты на основании произведенных расчетов. Затем преподаватель выставляет оценку. Причем студенты не могут посмотреть друг у друга выполненные работы. То есть доступ студент дает только преподавателю. Так, вот тоже тематические страницы у нас как раз по другим темам. Это анализ отчета финансовых результатов, то есть темы разбиты по формам бухгалтерской отчетности. Затем также страницу я разработала именно в этой электронной рабочей тетради. Это интерактивные упражнения. То есть перед тем, как приступить непосредственно к итоговому тестированию по курсу, студенты могут с помощью интерактивных упражнений проверить свои знания. Интерактивные упражнения созданы с помощью веб-ресурса Learning Apps. Ну, вы, наверное, все уже знакомы с ним, да? То есть по ссылке проходим и проверяем свои знания. Вот здесь как раз задание на сопоставление. То есть необходимо сопоставить показатели платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости с формулой расчета. Очень удобно. Тут различные варианты есть. То есть, вот, например, сканворд. И даже кто хочет стать миллионером. Ну, а за выполнение вот этих интерактивных упражнений оценки не выставляются. Здесь студенты просто проверяют свои знания, которые они получили в ходе занятий. Ну и, соответственно, затем выполняют итоговый тест. Итоговый тест, он точно так же создан в форме, значит, с помощью ресурса Google Форма. Точно так же автоматически он у нас проверяется, да, экономия время преподавателя. Затем, что еще у нас, какие страницы? Есть интернет? Почему-то одна работает, другая не работает. Ну, одно подключение работает, другое не работает. Так, значит, какие у нас еще страницы есть? Это глоссарий. То есть здесь термины определения, да, могут познакомиться непосредственно студенты. Ну и также информационно-справочный материал, то есть который содержит все формулы, да, вот видите, все формулы, которые необходимы студентам для выполнения практических заданий. Непосредственно с указанием показателя, назначение показателя, то есть его экономической сущности, источник информации, то есть с какой формулы бухгалтерской отчетности студенты должны брать непосредственно эти показатели, формула расчета, ну и оптимальное значение при необходимости, да, с которым они должны сравнивать. Так, ну вот, у меня, в принципе, доклад достаточно краткий, я просто вас ознакомила с электронной интерактивной рабочей тетрадью, которую я эффективно использую в своей профессиональной деятельности. Она очень нравится студентам и достаточно хорошо они в ней работают. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Александровна. Коллеги, можно включить микрофон и задать вопрос. Прошу ориентироваться на то, что мы можем использовать принцип, да, мы можем использовать технологии, в данном случае документы общего пользования, гугловский Excel файл,
неважно, это будет бухгалтерия или что-то, какой-то другой предмет, важно вот организацию процесса нам надо как бы посмотреть. Коллеги, можно сейчас включить микрофон и задать вопрос. Можно включить микрофон и камеру тоже. У вас панелька внизу, когда вы наведете на окно сферу, у вас панелька внизу появляется, и там есть на панельке камера и микрофон. Или можно задать вопрос в чате, нажав слева кнопочку «Чат». Так, ну, нет желающих задать вопросы. Спасибо большое, Мария Александровна. Мы двигаемся дальше, и сейчас у нас выступление «Организация сопровождения самостоятельной работы обучающихся средствами персонального сайта преподавателя». Остапов Николай Вениаминович, преподаватель дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла «История и основы философии». Николай Вениаминович, вам слово. Мы вас видим, так, и слышим. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я еще раз хочу поблагодарить за предоставленную возможность и просто из своего опыта работы, как раз дистанционной работы занятия, поделиться некоторыми своими наработками. Как вы видите сейчас на экране, моя тема связана с функционированием не так? Да, поделиться экраном, кнопочку надо нажать. Так, заново, да? Так, да, демонстрацию мы сейчас видим. Да. Увидим. Ну, давайте еще раз тогда добрый вечер. Презентацию мы видим. Да. И меня зовут Остапов Николай Вениаминович, я преподаватель колледжа сервиса и связи, преподаватель истории, основ философии, эстетики, мировой художественной культуры. Моя сегодняшняя цель, как я себе представлял, немножко познакомить из опыта работы со студентами в дистанционной форме с использованием своего персонального сайта. Если говорить, с чего это все для меня начиналось, я скажу, что далеко до пандемии, так как в силу сложившихся обстоятельств работы со студентами, не всегда была такая возможность напрямую встречаться на аудиторных занятиях. Вы все знаете, у студентов бывают объективные многие такие моменты. Например, старшекурсники часто вынуждены параллельно с учебой работать, есть заочники, есть, например, пересдача зачета имеется, улучшение результата, молодые семьи со своими семейными, личными какими-то проблемами, болезни. А с 2019 года еще и пандемия. И, в общем-то, до уже 2019 года основы этих наработок были около 10 лет. При этом, когда начинал работу, я, конечно, плохо очень себе представлял, как все это будет выглядеть. Но постепенно, нарабатывая определенный опыт, пробуя методом проб и ошибок, в общем, я пришел к выводу, что, во-первых, на то время в образовательном учреждении отсутствовала в достаточной степени скорости интернета и не было единой образовательной платформы, на основе которого мы могли бы работать. В общем, ситуация на сегодняшний день, она не сильно поменялась, хотя, естественно, улучшились некоторые возможности. И таким образом, все-таки могу сказать, что определенная, как я себе представлял, встроенная система преподавания именно дистанционно, она более-менее выстроена. Все мы знаем, что такое дистанционное обучение. И вот из двух форм,
синхронное, асинхронное. Все-таки оказалось более приемлемым асинхронное. Потому что синхронное требует определенных значительных ресурсов, аппаратного обеспечения каждого кабинета. Такой возможности во время дистанционки не было. И, соответственно, предполагалось, что организовать можно будет как бы опосредованно. Я, например, заранее готовлю задания, приглашаю их, они приступают к работе в удобное для них время, и впоследствии я слежу за ходом выполнения предложенных работ и смотрю результаты, либо оцениваю уже в зависимости от того, какого рода они получают задания. Ну, а теперь я хочу познакомить с тем, с чем, в общем, я работал, с чем сталкивался и на основе каких ресурсов была создана эта система. В качестве такого объединяющего, если блока, можно сказать, я выполнил сайт. Вообще сайт, конструктор, он достаточно несложно сегодня создается на многих платформах. Я долго искал наиболее приемлемый для меня вариант и остановился, наверное, лет 5-6 тому назад на платформе Wix. Как раз перед вами главная страница моего сайта. И ну вот, навигация. Здесь в данном случае как раз идет классификация тех групп студентов. Ну, например, главное – это вообще представление колледжа, олимпиада – это олимпиадное задание, ну и самое главное, основное – это дистанционное обучение. Но хочу оговориться, что сейчас я вам покажу дистанционное обучение. Есть еще актуальная информация, в которой я сейчас представлять не буду в виде скриншота, но там дополнительно есть перечень групп, название дисциплин и название, вернее, список тем, список предложенных материалов, которые необходимо проработать именно к какому-то числу. Вот по поводу дистанционного обучения. Вот как раз я показываю навигацию уже дистанционного обучения. Все здесь представлены дисциплины, которые я веду. И выборочно можно показать сейчас, как построена моя работа. Ну вот, например, скриншот. Допустим, студент выбирает, в данном случае первокурсник, общеобразовательная дисциплина, история. И с чем сталкивается студент? Он должен познакомиться с инструкцией. Вы сами видите на слайде, что из себя представляет инструкция. Это подробное описание, каким образом необходимо работать с материалом, размещенным по каждой теме. После знакомства с инструкцией, ну, в данном случае скриншот я взял из уже дисциплины эстетика, открывается перечень тем и ссылки по каждой теме. В данном случае первая ссылка на содержательную часть, на возможность познакомиться с новым материалом и этот новый материал закрепить. А вторая ссылка – текущий контроль. А теперь я хочу оговориться, что эти ссылки, они ведут на онлайн-сервис, онлайн-тест PAD. Наверное, многие преподаватели знакомы с этим сервисом. К этому сервису я пришел года 2-3 тому назад. Ну, если вначале все-таки этот сервис предоставлял возможности не такие большие, но прежде всего вначале меня, конечно, заинтересовало создание тестовых заданий, причем эти тестовые задания можно было
составлять очень-очень разнообразные, в том числе с использованием картин, карт, графиков. Там можно размещать небольшие видеофильмы, либо ссылки на видеофильмы. Это такая своеобразная как бы мастерская, это возможность для студента пошагово, постепенно изучать по отдельным вопросам тему. Я чуть позже скажу, как это все делается, как это сделано. А вторая ссылка тоже в этом же сервисе, это по каждой теме текущий контроль. Это как бы первичное закрепление знаний. Это то, в общем, с чего я начинал, но впоследствии обнаружил, что, например, в этом же сервисе можно вполне прилично создавать уроки с размещением материала, плюс еще и там вообще существует, по-моему, в последний год система дистанционного обучения. Это полный комплекс, полная организация всего учебного процесса, то есть приглашением студентов, предоставлением материала в определенные сроки, там, обратная связь со студентами, то есть там все предусмотрено. Но я пока остановился на сегодняшний момент создании уроков без вот этих серьезных каких-то вещей с приглашением паролей, созданием администрирования классов, групп, список студентов, потому что когда они входят в ресурс, они все равно регистрируются, и в принципе я все равно вижу, кто как работал, сколько потратил времени, как выполнял задания. То есть это в любом случае все равно видно. А дальше, чуть ниже, вот, например, обратите внимание, после темы 4, когда заканчивается раздел, предполагается рубежный контроль. Там задания уже их побольше, предоставляется больше времени, они разнообразные, из разных тем и предполагают уже разные знания, умения, навыки. Причем до выполнения рубежного контроля предполагается выполнение практической работы. Вот практические работы, они у меня размещаются в Яндекс.Диске в облачной технологии. И студенты имеют возможность либо выполнять их напрямую, скопировав, например, задания и выполнив, скажем, в Word, либо отправить мне на электронную почту, либо их выполняют письменно, и впоследствии обратная связь осуществляется уже на занятии, на аудиторных занятиях. А вот для примера скриншот пошаговое предъявление нового материала. Ну, это скриншот сделан по 4 теме «Основы философии», тема 4 «Философия античности». И вот для примера. Последовательность шагов. Мне показалось, что это очень удобная система для усвоения, качественного усвоения материала. Если обычно первый шаг – это прочитайте первый вопрос, необходимо изучить текстовый материал, а вот обычно после этого сразу следует, ну, например, дополнительный материал с использованием видеороликов и заданий к видеороликам. Могут быть подобные задания, они весьма разнообразны. Например, вот здесь по статистическим данным, это уже история общегуманитарная. Тема 1 – внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х годов. И предполагается, что студент, изучив первый вопрос, посмотрев, например, дополнительный материал, способен дать развернутый ответ с комментированием представленных цифр, представленных источников. И таким образом, выполнив весь этот цикл заданий с начала до конца, пошагово изучение нового материала,
закрепляющий материал. Изучение нового материала, закрепляющий материал. Ну вот я могу вернуться. Первый, второй. Первый, соответственно, это новый материал, второе закрепляющее задание, третий новый, четвертое закрепляющее. И таким образом, выполнив все, студент завершает. Это все преподаватель может увидеть. Ну а потом после этого студент приступает к текущему контролю. Там, насколько я помню, до где-то 18 разновидностей заданий, которые возможно автоматической обработки результатов. Очень многообразные, самые, возможно, многообразные задания. Ну, например, вот по портрету возможно. А здесь примеры, да, здесь еще кроме этого могут быть, ну, традиционно выбор одного варианта из множества, множество вариантов, создание пар соответствий. Там может быть пропуски в тексте, заполнение пропущенных слов, терминов, понятий. Написание, например, в ответе чисел, цифр. В практической работе могут быть, ну, в данном случае по эстетике, скриншот практической работы номер 3, 8, 9, 10 задания. Они тоже размещены в Яндекс.Диске и предоставляется им доступ тоже по ссылке. Они выполняют это задание тоже либо в электронном виде, либо в письменном. Дело в том, что не все студенты имеют такую еще возможность. Особенно студенты, которые живут в отдаленных районах, в селах, им проще, например, письменно выполнить, а потом отправить каким-либо другим способом, либо по возвращении. Ну а те, которые имеют такую возможность, они в электронном виде могут выполнять и отправлять ответы. Ну, как вы понимаете, практическая работа, она не может автоматически оценена, хотя, в принципе, можно и даже такого рода работы подвести. И еще один момент такой, что такие в конце изучения раздела студентам подготовлены различные интерактивные мультимедийные материалы. Это своеобразная интерактивная рабочая тетрадь. В данном случае это для истории общеобразовательной дисциплины. Они выполнены в Macromedia Flash. Эта программа мне понравилась. Здесь, в принципе, можно с помощью языка программирования ActionScript 2.0 с помощью скриптов абсолютно любой, наверное, интерактив создать, в том числе и вмонтировать звуки, голос, картины, даже фрагменты фильмов, хотя для использования дистанционно, если интернет или там компьютер, допустим, не так совершенен, не модернизирован, может быть, не потянет, но если такие вот простенькие, например, задания, они вполне выполняются, сохраняется этот файл в расширении SVF, либо exe файл. Они могут скачать и прямо у себя на компьютере выполнять. При этом есть там тоже возможность автоматической обработки результатов. Это все делается. Или вот интерактивный кроссворд составленный прямо здесь. На своем компьютере они могут заполнить этот кроссворд и тоже отправить результат. Вот еще такой вариант. Тренажеры, например. В данном случае это тренажер по истории общегуманитарной, по теме перестройка. В данном случае такой вариант перемещения портретов в соответствующие ячейки. Здесь возможно музыкальный фон включения. Вот такого рода я использую не только дистанционно, в чем преимущество, мне кажется, вот такого рода файлов. Я их могу переносить просто
у нас свой компьютер в кабинете использовать во время даже аудиторных занятий. Такого рода задания по карте, перемещение стран и задача их разместить на карте в то место, где они на самом деле находятся. Соответственно, тоже с определением автоматически правильного или неправильного ответа. Ну и в заключение хочу сказать, что вот алгоритм изучения дисциплин, он у меня примерно одинаков. Это пошаговое изучение нового материала, пошаговое закрепление, после этого текущий контроль по каждой теме, выполнение практической работы по разделу. Обычно это после нескольких тем, когда завершается изучение определенной логической части учебной дисциплины. Потом рубежный контроль по разделу. После этого интерактивные задания, проекты, интеллектуальные игры различные. Они тоже могут проводиться дистанционно. И выходят студенты итоговый контроль по дисциплине. Но это более серьезные испытания по всему курсу. Все это регулируется, и по времени можно выставить, и количество, и критерии. Все это студентам заранее известно. При этом студенты прекрасно знают, сколько попыток им возможно, заранее критерии, и результаты студенты сами видят. При этом я даю возможность студентам, обычно ограничиваю до 3 попыток. Если они видят результат, что их не удовлетворяет, они имеют возможность свой результат улучшать. В завершение своего выступления хочу сказать, что учебный материал позволяет, конечно, усилить его деятельностную основу при условии сохранения диалога между студентами и преподавателем. Большой плюс, что происходит автоматизация некоторых рутинных процессов, например, проверка и оценивание результатов учебной деятельности. Тут еще важно, что учитывая индивидуализацию обучения, особенность некоторых групп, я, например, веду еще преподавание с особенными детьми, с инвалидностью и ОВЗ, а там необходимо очень много наглядности. И вот эти заготовки, они очень хорошо позволяют, по крайней мере, ну, может быть, не обязательно на 5 или не обязательно на 4, но, по крайней мере, сам процесс обучения делают интереснее, и студентам интересно работать с этим материалом. Минус, наверное, дистанционки все-таки в том, что здесь наблюдается недостаток личного общения преподавателя со студентами. Вот то, что я разработал в моей практике, это отсутствие прямой непосредственной обратной связи. То есть обратную связь я получаю, но уже позднее. И все-таки дисциплины, которые я веду, особенно эстетика, философия, требуют определенной эмоциональной включенности. И все-таки живое общение, оно имеет определенные преимущества, но я думаю, что дистант в данном случае, он все равно очень полезен и приносит большую пользу для студентов. Мне кажется, что определенная целесообразность применения этих дистанционных технологий, дистанционного метода ведения есть, существует. Спасибо за внимание. С удовольствием выслушаю вопросы. Спасибо большое, Николай Вениаминович. Коллеги, если есть вопросы, можно включить микрофон теперь. Не в процессе выступления, а сейчас можно. У меня такой вопрос, термин «рубежный контроль». Ого. Это что за контроль такой? Рубежный контроль, ну такая есть общепринятая градация. Текущий контроль, вот одну тему студенты изучили, и сразу же по этой теме, ну обычно 10-12 вопросов, прямо вот как бы непосредственно изучив, а для закрепления материала они еще раз прокручивают этот материал, выполняя задания.
А рубежный контроль, он больше содержит именно контролирующего материала, потому что рубежный контроль происходит после изучения, например, 3, 4, 5 тем, и они некоторые предыдущие темы забывают. Они не могут связать, например, материал первой темы со второй темой, логическую последовательность изучения тем. И там уже задания примерно 30-35. Они немножко имеют другой характер, более обобщающий характер. Вот в этом смысле рубежный контроль – это вторичное закрепление знаний, а не только выставление отметок за выполненное задание. Смотрите, скорее всего, может, рубежный контроль – это все-таки тематический контроль? Бывает по-разному. Но то, что у меня… Или как-то может быть итоговый все-таки? Нет, итоговый в целом по учебной дисциплине. Мои учебные дисциплины по часам, они небольшие. Ну, например, история ОГС 48 часов, эстетика 36 часов. И итоговый контроль уже в целом после изучения курса. А рубежный, например, мы изучаем, допустим, история ОГС. Первый раздел, первая проблема, над которой мы работаем, почему развалился Советский Союз. И у нас ряд тем есть, например, внутренняя политика советского государства, экономическая и политическая, дальше внешняя политика, а дальше, например, политика Горбачева перестройки. И вот когда накапливается 4, и мы дальше должны перейти к 90-м годам, то есть второй раздел начинается. Вот мы должны сделать большое обобщение, и мы выходим на вопрос обсуждения. Скажите, а все-таки на ваш взгляд, это все-таки история гуманитарная, альтернативная, то есть предположение возможно, альтернативы. И я предлагаю им проблему. Вот вы все проработали, например, 4 темы, а теперь скажите, на ваш взгляд, ваша точка зрения какова? Почему Советский Союз в 1991 году развалился? И они на основе статистических данных, на основе внутренней политики советского государства, на основе анализа того, что сделал Горбачев в 1985-1991 годах, вот выходят на такой уже обобщающий уровень. Ну вот это рубежный контроль. Дело в том, что сейчас, наверное, слышали в курсе, что Минпрос работает над тем, вернее, уже и вышло уже рекомендательное письмо по снижению количества контрольных работ. И вот в этом письме Минпросовского определены буквально 4, по-моему, вида контрольных работ. Ну и исходя из этого, фактически у вас какой-то контроль, это либо контрольная работа, либо тест. 4 вида контрольных работ, ну и вот там понятия, там такого определения, как рубежный контроль, нету. Поэтому желательно придерживаться вот тех нормативных документов, которые рекомендованы, поскольку, скорее всего, надзорные органы, когда у вас в журнале будет написано рубежный контроль, они тоже зададут этот вопрос. То есть там есть диагностическая контрольная работа, итоговая контрольная работа и промежуточная контрольная работа. Поэтому вот исходя из этого и виды контроля надо посмотреть. Ну, это в плане рекомендаций. На самом деле надо действительно почитать внимательно эти рекомендации по снижению контрольных работ и по проведению контрольных работ. Спасибо огромное. Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, спасибо профессиональному образовательному учреждению колледж сервиса и связи за такие содержательные выступления. Мы обговаривали с вашим замдиректора, что я вам выслал требования к публикации вашего опыта. То есть если вы еще опишете его в соответствии с требованиями к статье, то мы его, соответственно, опубликуем в нашем разделе «Это лучшие практики» на портале, либо у нас есть раздел «Лучшие практики электронного обучения, использования дистанционных технологий» на нашем сайте КРИРО. Поэтому удачной вам доработки еще, и мы ждем от вас материалы. Коллеги, спасибо всем участникам.
Значит, мы где-то сейчас примерно раз в день будем проводить вебинары, семинары, различные варианты проведения. Поэтому смотрите анонсы на сайте КРИРО. Буквально на следующей неделе у нас там и для учителей, естественно, научного цикла инструменты, и как раз инструменты, интерактивные электронные инструменты, интернетовские. Поэтому смотрите, там и комплекс или кодекс национального языка, и Wolfram Альфа, и мы будем продолжать по сферам. Вот на следующей неделе у нас как раз будет вебинар для администраторов платформы Сферум в образовательных организациях, поэтому я призываю те образовательные организации, которые еще не зарегистрировались, в ближайшие дни зарегистрируйтесь, по крайней мере, до 3 числа. 3 числа у нас будет для администраторов по Сферум вебинар обучающий, как в нем работать и как его использовать можно. Поэтому всего вам доброго, будьте здоровы, и приятного вечера сегодняшнего. Всех благ, до свидания, до новых встреч.